Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что случится, что произойдет с минуты на минуту, со дня на день? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Назовите свое имя, так и спросите, чего ждать, что случится, что произойдет с минуты на минуту, со дня на день. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы Так, смотрите, кто-то держится за мужчину. Какая-то мелкая женщина. Девчоночки, у кого есть отношения брачные, либо вы просто встречаетесь, либо у вас есть интерес к какому-то мужчине, скорее всего, прям ревновать будете, ревновать очень сильно. Какая-то мелкая пигалица просто приклеится к вашему мужчине и будет ходить за ним по пятам. Это не про любовь, это не про отношения, это про внимание. Может быть, ваш любимый человек оказывает сервис, да, либо работает с клиентами. Возможно, с минуты на минуту, либо со дня на день вот такая клиенточка у вашего мужчины появится, прям пристанет к нему, и вы будете ревновать. Вот такая, знаете, простая, либо наоборот наглая, вот без зазрения совести будет его дергать и звонить, и писать, и к себе звать, да, либо там что-то с него спрашивать, и вам прям не по себе. Вот я прям вижу, что вы нервничаете. Девочки, ну видите, он от нее отвернулся, на нее он совершенно не смотрит. Да, она для него клиент. Если, например, да, это какая-то сотрудница там, у него на работе, вдруг начала проявлять к нему интерес, она ему абсолютно безразлична. Он не обращает на нее внимания. Поэтому, девочки мои, держите себя в руках, догоните эти дурные мысли. Но уж если очень неспокойно, тогда рядом будьте, да, либо рядом, либо сделайте фоточку, там, например, да, что вы вдвоем, и пусть он поставит ее как аватарку, допустим, в своих социальных сетях, в том же WhatsApp. Вот, ну, проявите себя, покажите, что этот мужчинка уже занят. Вам угрозы нет, но ревность — это такая штука, приходит без приглашения, к сожалению, и может отравить вашу жизнь. Пусть ненадолго, но тем не менее, приятного в этом мало. Этот мужчина ваш, он к вам ручки тянет, вы ему нужны, а та женщина его совершенно не интересует. Так, идем дальше. Здесь у меня две веселых женщины, то ли пьяненькие, то ли просто веселые сами по себе, куда-то вас приглашают, либо будут настаивать на том, чтобы вы вместе с ними куда-то пошли. Может быть, подружки, может быть, коллеги, может быть, и родственницы. Девочки, если вы не хотите с ними поругаться, лучше не ходите. Вот поверьте, что-то такое может произойти, что они вас расстроят, либо обидят, либо как-то не очень хорошо с вами поступят. Что-то с ними не так. Ну, если пьяненькие, то понятно. А если нет, то это уже другой вопрос. Не стоит с этими женщинами куда-то ходить, либо посещать какие-то места, даже если вас позвали в гости. Вот. Женские компании вам противопоказаны на ближайшие 2-3 дня. Так, следующий момент. Касается денег. У вас деньги вышли в правой стороне. Это приход денег, поступление денег в ваш кошелек, в ваши руки. Деньги придут не мелкие. Сумма тут достаточно приличная. Зарплата, какие-то дивиденды, может быть, муж вам отдаст свою зарплату. Вот, вы будете получать деньги.
И будете, кстати, довольны. Вот тут все по плану. Тут все идет как запланировано. Дальше, мои милые. У кого сын взрослый? Сын взрослый, работает, может быть, учится. Но если учится, то уже, скорее всего, институт, университет. Может загулять, девочки, может загулять, может отпроситься, ну или как, сообщить вам, что я иду встречаться с друзьями, и пропадет на целую ночь. Вот. Вы там начнете звонить, вызванивать, выискивать, спать не будете, вся на нервах, а он просто с друзьями гуляет, развлекается. Вы заранее предупреждаете, либо как-то с ним договоритесь, объясните, что вы не железная, что от нервов всякие болячки нехорошие случаются. Если вдруг он решил задержаться, пусть он вам просто об этом честно скажет. Вот. Найдет способ, да, с вами связаться и сказать, что он задерживается, чтобы вы себя вот так не убивали именно на нервах и на переживаниях. Вот. Договоритесь заранее. Если вы ему не разрешаете куда-то ходить, там, ночевать с кем-то, там, с друзьями, с девушками, не знаю, как там у вас происходит, вот, возможно, пора разрешить. Возможно, вам пришло время вывести ваши материнско-сыновьи отношения на более доверительный уровень. Понимаете, мальчики, они ведь быстро растут. И в отличие от девочек, они очень нуждаются, например, в большей свободе, да, в свободе. И чтобы он от вас не скрывал, чтобы он там не прятался, чтобы он там не придумывал какие-то хитроумные замыслы, да, просто договоритесь, скажите, что вы ему доверяете, что знаете, что он вас не подведет. И если уже прям так приспичило где-то остаться на ночь, пусть вам хотя бы смс-очку пришлет, а желательно с адресом, да, на всякий случай. Вот, скажите, я беспокоить тебя не буду, но я должна быть уверена, что ты в безопасности. Да, это именно мальчиков касается. С девочками проблем тут я не вижу. Так, мои хорошие, смотрите. Здесь у меня мужчина с какой-то тайной вышел. Тайна, секрет, ну, как говорится, не договаривает. Вас это будет беспокоить, вы это будете чувствовать, вы будете думать что угодно, но только не то, что есть на самом деле. Скорее всего, эта тайна связана с его состоянием, либо с его здоровьем. Вот. Он, знаете, какой у вас? Он у вас то ли докторов боится, то ли он, знаете, как высмеивает, может быть, медицину. Вот. Очень страшно ему болеть, ему важно быть здоровеньким, либо чтобы все думали, что он такой здоровенький. Может быть, он там спортом занимается, либо у него какой-то специальный подход к сохранению здоровья. А тут что-то ему прям поплохеет, девочки. Это не смертельно, это не страшно, просто поплохеет. Вот. И он будет вести себя подозрительно, он будет избегать разговоров, он будет избегать прямых контактов с вами. Вот, знаете, как в себя будет уходить, либо где-то прятаться, там, в гараже, допустим, либо на работе отсиживаться. А вы будете думать самое плохое. Знаете, вы поговорите с его либо лучшим другом, либо с его добрым коллегой, да, с кем он там постоянно общается. Попросите, чтобы вас предупредили. И также попросите этого человека поговорить с вашим мужем. Вам он правду не расскажет. Он расскажет вам правду только когда это уже будет там, без 5 минут конец, да, когда уже так прижмет, что и жизнь не мила будет. Вот. Пусть этот друг, я вижу, что мужчина, да, должен мужчина его уговорить на то, чтобы он обратился к врачу, либо хотя бы вам, хоть в какой-то более-менее логичной форме объяснил, что с ним происходит. Не спешите наговаривать, либо думать плохое о своем мужчине. Ему нужна помощь. Ему нужна помощь, ему нужна поддержка. Ему и так плохо, понимаете? Сам себя как будто бы загнал в эту болячку, либо в это плохое состояние. Это не фатально. Пару дней, возможно, он себя будет чувствовать плохо, потом болячка просто отступит, да, либо боль уйдет. Но надо разбираться, надо искать причину, ведь на ровном месте болеть не будет. Вот. Может быть, нужно будет проходить какие-то обследования, какие-то чекапы. Вот. А он у вас всячески будет это саботировать, увиливать и отказываться. Вот. Надо его не принудить, а скорее уговорить. У вас, к сожалению, вот как я вижу, не получится. А вот у какого-то мужчины получится. Но это не родственник, больше похоже на друга, либо на коллегу.
Так, еще важный момент. Соседи, соседка. Женщина по возрасту старше, чем вы. Женщина такая, знаете, всезнайка. Она все знает, она про всех все знает, она лучше всех знает. Ну, дом советов, а не человек. Вот, эта женщина с вами чем-то поделится, какой-то важной информацией. Либо о каком-то деле, либо о каком-то конкретном человеке. Вот именно в этот раз вам нужно будет ее послушаться. Здесь не будет привираний, здесь не будет коверканий, здесь будет только чистая правда. Вот как она вам скажет, так оно и есть. Прислушайтесь, прислушайтесь. Эта информация для вас важна, нужна, и ей нужно воспользоваться. Может быть, вы не любите эту женщину, может быть, вы ее избегаете, вы не хотите с ней общаться. Но именно в этот раз нужно послушать, остановиться, послушать и принять к сведению. Важная информация, очень важная. Так, девчоночки, у кого мужчина интернетный, где-то далеко сидит мужчина, слушайте, но он такие разговоры серьезные будет вести. Здесь кому-то даже предложение в интернете сделает, да, выходи за меня замуж, либо давай вместе жить, давай объединяться, пришло время, я уже не могу, не выдерживаю, я хочу быть с тобой. Просто засыпет вас предложениями, которых вы ждали, но к которым, ну, по факту вы не готовы. Да, вы хотели, чтобы он сделал предложение. Ну, во-первых, не в таком виде, ну, я имею в виду интернет, да, и во-вторых, ну хорошо, что дальше? Что дальше? Вы не готовы сорваться, ехать к нему. Вы не готовы прям все бросить и его там, не знаю, принимать у себя. Вот, какой-то даже небольшой конфуз будет. Вы не спешите отказываться, а лучше переводите все, ну, допустим, в шутку, либо, ну, на такие легкие рельсы переводите, да, чтобы не было тяжести, чтобы он не испугался, либо, не дай бог, не понял в обратном смысле, да, что вы не хотите. Он вам делает предложение, а вы сидите с грустным лицом, с мрачным лицом. Он думает, о боже, она точно мне откажет. Зачем я поспешил? Какой же я дурачок. Вот. Понятно, что вы не завтра замуж пойдете. Понятно, что у вас будет очень много времени, чтобы еще раз подумать, оценить, не знаю, там, примерить даже в крайнем случае. Это нормально, нормально. Относитесь к этому легче. Все будет хорошо. Так, у кого-то из ваших родственников, но я так понимаю, что это родственники, какие-то могут возникнуть проблемы. Проблемы, ну, похоже, бытового характера. Возможно, вам придется принимать своих родственников, да, приедут с ночевкой, либо останутся у вас на несколько дней. У кого-то прям дома общежитие будет, действительно общежитие. Особенно будет трудно тем, у кого маленькое жилище, да, маленькая квартирка, либо маленький домик. Какое-то прям столпотворение у вас получается. Видите, как и отказать вы не можете, ведь родственники, близкие люди. А с другой стороны, у вас и самих, скажем так, условия не позволяют принимать несколько человек, а то и больше. Вот, как-то не очень будет. Не очень, но вы держитесь. Это ненадолго, действительно ненадолго. И важно помочь вашим родственникам. Если вы не поможете, кто же тогда им поможет? Да, проявите гуманность, пожалуйста. Возможно, ваш супруг будет против, либо, например, там, сын может быть против, дочь может быть против. Но поговорите, ну вот именно с чувствами, с эмоциями. Постарайтесь человека убедить, что нет другого пути, нет другого варианта. Это кровь, это близкие. Да даже если бы это были не очень близкие, там, чужие, вы видите, люди остались на улице. Разве вы бы отказали? Нет, конечно. Вот, постарайтесь убедить. Ваша задача, она непростая. Нужно сделать так, чтобы все были довольны, чтобы не было конфликтов, ну и чтобы самой от этого не пострадать. Понимаете? Нелегко, но вы справитесь. У вас очень сильная дипломатия, и вообще вы очень талантливый человек, особенно в разговорах и переговорах. Так, идем дальше. Что касается здоровья, я не вижу у вас каких-то прям серьезных глобальных проблем. Возможно, легкие недомогания в виде мигрени, либо боли в спине. Спина, ноги могут крутить, болеть.
И могут быть вот ситуации онемения, да, вот когда немеют руки, например, особенно во сне. Это может быть. Это вам звоночки, что нужно правильно питаться и нужна физкультура в вашей жизни. Да, да, вы очень активный человек. Я вижу, вот кто-то прямо у меня тут целыми днями бегает туда-сюда, как белочка. Да? Особенно вот колесики белочка сидит, очень быстро бегает. Но бег — это, конечно, хорошо. Бег с препятствиями — это еще лучше. Но нужно разминать все тело. Понимаете, у вас какие-то застойные явления. Отсюда и мигрень, отсюда и онемение, и прочие неприятности. Возможно, пришло время, пусть не записываться в спортзал, но хотя бы какую-то разминочку проводить, хотя бы раз в день. Да? Немножко там что-то помять, покрутить, там, плечиками поработать, да, там, понаклоняться, как-то разогнуться, согнуться. Надо, девочки, очень-очень надо. Особенно мои хорошие женщины, кто постарше. Кто постарше, вы что-то совсем уже засиделись. И от этого у вас и вот такие боли. Это не болезни, это именно застойные явления. Вот. Есть, кстати, очень много всяких несложных упражнений, которые помогают разгонять лимфу. Поищите в том же YouTube, просто забейте в поиске, да, лимфодренажная гимнастика. Найдете 1000 видео. Я думаю, что вы себе подберете. Это важно. Это важно, и песочек прям требует, говорит, обрати внимание на себя. Ты же не хочешь болеть. Ты же не хочешь себя плохо чувствовать. 5 минут в день уделяй себе. Ну там потряси, попрыгай. Все будет хорошо. Так, следующий момент. Какое-то обещание идет. Кто-то вам будет что-то обещать. Человек прям соловьем будет, таким медовым соловьем заливаться в вашу сторону, обещать, бить себя кулаком в грудь и говорить: да клянусь, я для тебя все сделаю. Сразу минус. Сразу минус. Чем громче он кричит, чем больше он обещает, тем меньше он сделает. Вы будете это чувствовать. Ваша интуиция будет вам об этом говорить, причем очень настойчиво и громко, но голова почему-то вот немножко закружится от этих громких обещаний. Мои хорошие, песочек говорит: не верь. Не верь. А если хочешь верить, придумай себе как минимум один запасной вариант на случай, если человек все-таки не сделает. Хотя я вижу с вероятностью 97%, что человек не сделает. Вот, доверяй, но проверяй, да, либо доверяй, но имей запасной вариант. Вот это будет правильно. Так, у кого роман на работе, у кого отношения на работе, может быть и не роман, может быть симпатия у вас на работе, может быть вы на пути к роману на работе. Особенно если этот мужчина не свободен, либо этот мужчина ваш начальник, могут пойти разговоры. Вы знаете, вы когда с друг другом встречаетесь, у вас, во-первых, такая улыбка необычная, и у него, и у вас, и лица светятся, понимаете, глаза светятся. Вот, люди это видят, замечают, и, возможно, пойдут разговоры. Не старайтесь друг от друга отходить и отдаляться. Ведь чем дальше вы будете друг от друга, тем больше разговоров будет идти. Наоборот, старайтесь больше общаться. Наоборот, знаете, как от противного идите. Тогда эти разговоры, они затухнут. Ну а что говорить? Встречаемся. У нас симпатия. И что теперь? Вот, знаете, как и интерес угаснет к этим сплетням. Мои хорошие, у кого есть соперница, именно соперница. Соперница в делах, соперница в любви. В ближайшие несколько дней эта женщина может себя проявить, и проявить достаточно неприятно. Кого-то подкупила, либо сама осилила, да, какое-то средство вот именно достать вас, Может звонить вам среди ночи на телефон, может писать вам смс-ки, например, угрожающего характера, может что-то в социальных сетях писать, там, комментировать, не знаю, что-то будет делать. Это грязно, это нечестно, так не должно быть, так люди себя не ведут. Вот она в этом вся. Представьте, с кем вы имеете дело. Человек, который
ну, потерял, да, наверное, таки свой человеческий облик, либо никогда его не имел. Раскроется целиком и полностью. Во-первых, узнаете, кто, во-вторых, узнаете, кто такая, да, чем промышляет, и вот вам и ответ, как с ней бороться. Метод, средства выбирайте сами. Вот, она раскроет себя. Уже молчать она не может, уже терпеть она не может, поэтому будет действовать. Действовать грязно будет, но вы с этим справитесь. Она своими действиями как будто бы даст вам средства, способ с ней бороться. Ну, по крайней мере, я вижу, что вы придумаете, как это делать. Так, у кого были проблемы на работе, ну, например, вами было недовольно начальство, либо вы попали под горячую руку там, руководителя, какие-то, может быть, там претензии, как штрафы даже, может быть, какие-то, либо угрозы, что мы тебя оштрафуем. Вы получите извинения, и, скорее всего, еще эти извинения будут скомпенсированы в виде премии. Вот, в принципе, неплохо, конечно, обидно, но хоть человек признал, что был неправ, да. Вот. Главное, чтобы он это сделал при коллективе, чтобы все тоже видели, что это была ошибка, что ну, вот так случилось. Да? Вот так случилось, никто ни в чем не виноват. Но кроме эмоций и психов. Так, и еще важный момент. Приятный подарок. Приятный подарок от человечка, кто вам очень благодарен. Этот подарок, он идет в благодарность. То есть человек чувствует себя обязанным вам выказать свои чувства и свою благодарность. С большой любовью, с самыми хорошими мыслями о вас человек для вас приобретет подарок и вам его передаст, да, вручит этот подарок, подарит его. Будет очень мило и очень трогательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.